Бы хотел видеть Абхазию счастливой, чтобы абхазы помнили свои традиции, чтобы абхазы не знали, что такое бедность, а если знаешь, что такое бедность, то это, чтобы всегда можно было принять гостей, ну и так далее. То уже так не в ту степь я пошел. Но все равно не об этом. Чтобы абхазы помнили свою культуру, свой язык, свои традиции, чтобы мы знали, что такое. Потому что я уверен, если из 10 человек я подойду в Абхазии к молодежи, человек, наверное, 6-5 будет знать, что такое алмыз. Другие будут представлять, но так, где-то что-то слышу, к сожалению. И как бы я даже обращаюсь не именно к молодежи, потому что к моим сверстникам. В чем главная проблема молодежи? В том, что образование слабое, скажем прямо, что нет должного этого разговора между отцом, именно отцом и сыном, матерью и дочерью. Что вот этих нету, просто посидеть за столом и поговорить о чем-то. Как я, например, с отцом разговариваю или с матушкой. С матушкой, обо всем мы говорим. Такие разговоры о жизни. А с отцом? С отцом. Я с отцом. С отцом. С отцом. В основном мы говорим как бы о том, что сейчас происходит в мире. Но самым главным нашим разговором это Абхазия. Отец мой хоть и русский, но он очень хорошо знает традиции абхазские, он так любит Абхазию. Насколько мне известно, он и исполняет традиции Апсора. Да, он исполняет до сих пор и по отношению к русским своим друзьям. Да, абхазы приезжают, вот сейчас гость переехал, мы так рады, на самом деле, что с Абхазии приезжают сюда люди, и мы можем принять их. И часто приезжают? Часто, не сказал бы. Последний, кто из абхазов приезжал, наверное, дядя мой, еще в прошлом году, на Новый год. Так, это Дед Мороз? Брат мой младший говорит, что Дед Мороз, он привез мандарины. Постоянно приезжает и с большими подарками. Да, вот мандарины, вот какая в Абхазии